Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. И не все, хочу заметить, что по последним данным, которые есть у нас по уху, мы провели или смотрят за моими, так сказать, прямые эфиры, мои посты, они написали Башлам, это Нохчи Тайпу или чеченский Нохчи Тайпу, Нохчи, именно Нохчи Тайпу. Они задаются провокационными вопросами. Вот видите, сам Башлам пишет, что они не все чистые, а вот он записал чистые тейпы. Это идиотизм. Всегда
Вы можете зайти на проект ДНК, проект чеченский ДНК, проект Пахрудина, и вы увидите, что основные 4 самые большие ветки, которые есть у нас, это начиная с J1, J2, L3 и Q1. Это одни из больших веток. В том числе есть и остальные. Попадаются и G2, и очень редкие T и так далее и тому подобное. Но люди безграмотные, взрослые люди, им за 30-40 лет, и до сих пор рассказывают такие байки, рассказывая нам или передавая друг другу, вот он говорит о чистоте. Еще раз повторюсь, говорить о чистоте, о крови или чистоте нации, это как раз-таки тот самый нацизм, шовинизм, расизм, называйте, имею в виду маломальски известных в мире. Я не считаю там этносы, которых там 100 человек где-то живут в тайге или в горах. Это не в счет. Я имею в виду больших. Это раз. Во-вторых, устал уже повторять и много-много раз говорить. Хоть я и не занимаюсь глубоко изучением ДНК, как таковой науки, даже я знаю прекрасно, и об этом говорят все научные деятели, что ДНК не показывает нацию. ДНК показывает родство. Последний сторис, который я закинул, я вам еще раз показал, с какими тейпами в родстве те же самые Цечуй, там, Галай, Пешхуай, Гендерно и так далее и тому подобное. И вполне приемлемо и бывает так, что даже в одном тейпе, ну, допустим, такой большой тейп, как дышный, имеет гаплогруппу J1, J2, L3 и Q. То все 4 гаплогруппы в этом тейпе есть у дышни. И никаких претензий или никаких разных тупых вопросов быть к этому исконно чистоногчий тейпу дышни быть не может. Хотя больные на голову люди с утверждением и подтверждая да и так далее и тому подобное будут утверждать тупизну своих вопросов и однозначно своих же ответов. Мы этого делать, конечно же, не будем. Аух исторически с 1921 года присоединен к Дагестану. До этого никогда в жизни аух не был в составе. И Дагестана, я думаю, исторически вы можете это посмотреть. Здесь ничего нового я не скажу. В принципе, как таковой. В основном жители 99,9% ауха все ногчи, чистые чеченцы, все их исконные земли, то есть родовые горы, они находятся в основе своей южной части нашей родины, в горной части Нохчичуэ, поэтому всегда были и есть. С этим никто, думаю, спорить не будет, и всегда так было. Да, какие-то моменты по Аштхоевскому, частично по Фортанге были разделены, но это при создании так называемого Ингушского округа или в дальнейшем Сунжинского округа и так далее и тому подобное. Начались деления до этого от самого Дарьяла до Кистинского хребта, после начали, который называться Андийским хребтом. Вся эта территория жил один единый народ. Называли его по-разному. Общества имели свое название, такие как тейпы. Потом мы называем их вары.
но почему-то ученые, русские ученые, а после и у них переняли, некоторые наши этнографы взяли название Тухум, которое было перенято из Дагестана. Дагестан его вполне возможно, что получил от арабов, которые пришли в Южный Дагестан в 7-8 веках. Вполне возможно. Хотя некоторые пытаются его приписать к тюркам, но нигде ни одним ученым не указано, что это название тюркское и что оно взятое. И, честно сказать, используется ли оно в Турции или в других государствах Турана, которые хотят воссоздать, я этого тоже не видел. Однако мы говорили со студентом Мединского университета, всеми нам известного, в прямом эфире, где попросили посмотреть его в словаре, арабском словаре, где узнали точный перевод слова тухум, арабского. Это границы одной местности, то есть ограничение одной местности, будь то яичный желток, то есть белок и желток, то есть определенная местность. Поэтому, я думаю, с этим вопросов быть ни у кого не должно. Но используют и используют. Что тут поделать? Сегодня мы используем многие слова. Если мы хотим возвращению исконно нашему названию, для этого должны приложить усилия и ученые, и те люди, которые любят всегда говорить. Башлам, ассалам алейкум, ва алейкум салам. Башлам, расскажешь про чеченскую свастику, ты его закидываешь на профиль. Рассказывать о нем, повторяться, ночи 74-55, алейкум салам, не стоит. Имеется в виду, рассказать не проблема. Это не чеченская свастика, это свастика, которая применяется очень самыми древними цивилизациями, включая, в том числе, включая нашу Родину. Это солярные знаки, знак Солнца, знак вечности. Его используют или с 3 концами. В основном у нас используется с 4 концами. На всех почти что в основном могильных кладбищах, в моем даже родовом селе до сих пор мой отец, мой дедушка похоронен вот с этой свастикой или с солярным знаком на могильной плите, надгробной плите и с арабскими наименованиями. Так что ничего этого нету. Сегодня я понимаю, что многие пытаются взять себе, допустим, тот солярный знак, который у ингушей до того, как его в 92 году на флаг занес Иса Кадзоев, до него за 200, за 300, за 400 лет на старых кладбищах Чеберлоевского, Шароевского района, который не граничит с Ингушетией, где не проживал ни один ингуш. Эти свастики есть на башенных комплексах, есть на надгробных могилах, и ничего в этом такого нет. Но взяли, использовали, вопросов здесь нет. Однако позже взялось, что оказывается такие же знаки, солярные знаки или тамгу использовали кабардинские некоторые князья на своих лошадях в задней части. Вы все это видели. Так, Бес пишет. Аух – это чеченское слово. Аухуай муахк – это чеченское слово. В первую очередь. Аухуай муахк, мерк по-разному, без разницы. Если это чеченская земля, то не кажется ли тебе, что у ауха должно быть чеченское название? Аух – это эхка? Нет. Аух – это не эхка. Эхка есть... И потомки Ахмерза имеют свою родовую землю. Это не Акка, никогда и не было ее. Вне всякого сомнения, Акка и Аухе, Ауха, где проживают, в самом начале эфира я сказал, проживают до 46-47 тейпов. Все они, без исключения, исконно ногчи тейпы. Это не Акиния, не Акиция, не Акокия, это Аухмуахк, Аухуаймуахк. Есть некоторые предположения, некоторые говорят, что более горная часть называлась Акинской частью, потому что Акка обозначает охотники, а Аухуай
обозначают люди, которые занимались рыбными промыслами. То есть нижняя часть междуречия Терека и Сулака до самого Каспийского моря считалась якобы Аухой, а верхняя часть, где лесистая, то есть горная часть примыкания к Ичкере, считалась Акка. Есть такие версии, но подтверждения, к сожалению, мы не нашли, и название всей этой местности относится как Аухой-Муах, междуречье Терека, от Каспийского моря, междуречье Терека и Сулака до самого верха, вплоть до Чеберлоя частично, и Ичкерии, исторические Ичкерии. Вот, дальше. Башлам, значит, он относится к язычеству, можно его использовать мусульман, например, в перстне. Можно. Он, не могу сказать, что он относит к язычеству, многие вещи относятся к язычеству. Допустим, Дела – это языческое имя, трансформировалось после принятия ислама в единое божество, то есть Всевышнего Аллаха, как и название Аллах арабами до принятия ислама и нашего, пока не пришел пророк, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, тоже вроде бы говорят, что использовали язычники. Но это не обозначает сегодня, если мы веруем в единого Аллаха, что используют. Эта свастика не является не религиозной. Нету в исламе религиозных свастик. То есть тот же самый луна и звезда, которая использовалась атаманской Турции, это не исламский символ, хотя сегодня все его используют. Оно пришло ближе, если я не ошибаюсь, 18-19 век и использовалось атаманской Турцией, то есть это там было введено. А до этого, чтобы полумесяц использовался в исламе, такого не было. То есть в исламе нету такого, чтобы использовали какие-то символы, имеется в виду вот луна, звезда, вот такие. А все, что использовалось, вы видели на Коране, это восьмигранная, если я не ошибаюсь, звезда. Использование сегодня этой свастики не запрещено, поскольку это не одушевленный предмет. То есть это не живое существо. В исламе запрещено живое существо рисовать, то есть или фотографии и так далее и тому подобное. Насколько я знаю, опять же, я не специалист. Но могильные плиты, которые, еще раз повторюсь, этим символом от 3,5 до 5000 лет, чтобы было понятно. Его использовали и арийцы древние, в древней Индии, в древнем Китае, в Месопотамии, то есть в Шумерах. Этот символ использовался, то есть древние цивилизации использовали. Ему уже до 5000 лет. Вот. Можно ли сегодня рисовать солнце с точки зрения ислама? Грех это или нет? Нет, конечно, не грех. А этот символ обозначал символ вечности, символ солнца, бесконечности, плодородия, каждый по-разному. Поэтому использовался он не только у нас, у ацтеков, у майи, то есть в Северной Америке использовалась эта свастика. До тех пор, пока Адольф Гитлер его не принял в Германии, она не считалась запрещенной. Сегодня это считается как символ фашизма. Но опять же, если я не ошибаюсь, у нас в исламе она слева направо. А в германской, в немецкой, у Гитлера она, оказывается, была справа налево. Вот с таким оборотом. Да, в моем родовом селе тоже есть эти знаки на надгробии, и мое слово намного далеко от Ингушетии. Да, покажи хотя бы одного человека, который тебе скажет, что он Аухо. Это Акка. Да, вала, не надо рассказывать Аухо, кто расскажет Аухо. Конечно, слово Аухо есть научный оборот, есть просто просторечие. Вот только то, что ты говоришь. Аухой мах нохчимата олцунах. Вот. Аухой махка. Но стоит отдать должное и сказать правду, почему-то ошибочно и Цуантро, и Дышни, все, кто проживает в Аухе, определенное время начали называть себя Эккой, хотя они не имеют никакого отношения к Эккой, кроме как названия. Вот. Это ошибочно. Правильно или неправильно. Тут не в оскорблении, конечно. Эккой без этого
достаточно полноценный тейп. Понимаете? Но название Ауховцы и Аухуаймуак — это общее название для всех, кто проживает на этой территории. Это не Эккимуак. Эккимуак находится в другом месте. Еще раз повторюсь. В другом месте, в Горной Чечне. Нет ничего бесконечного, кроме Аллаха. Нет, прошу, немножко вы путаете. Знак бесконечности — это не обозначает, что вот как-то это научный термин, название. Нет ничего вечного, кроме Аллаха. Это, такие вещи не говорите здесь, потому что мы все мусульмане, мы это и так прекрасно знаем. Да, говорят, знак использовали чеченцы в качестве божества, например, знак названия Мелхдел. Я такого не слышал. Ты вносишь разлад. Это ты говоришь так. И про смуту ты тоже говоришь. Не в первый раз. Мы с тобой общались, ты рассказываешь все с точки зрения бытовухи. То есть ты бытовые какие-то разговоры ведешь. Это разлад вводит, это не разлад вводит. Нет, конечно же. Это не вносит никакого разлада. Но, скажи мне, Занхо является Экки? Скажи мне это. Или Шонуай, или Цуантруай, Битруай, Бильтуай, Бельхтуай, Бенуай. Они являются Экки? Или ты хочешь сказать, что они живут на землях Экки? Ты мне поясни это. Как ты себе это представляешь вообще с точки зрения? Артур Бетербиев, Нохчи Бацо Бючбек. Он за название Аух и Экке говорит. Понимаешь? У меня вопрос к тебе, Бетербиев. Здесь есть вот так, видишь, камера с плюсиком. Нажми ее, зайди ко мне в прямой эфир. Давай с тобой поговорим на эту тему. Нормально, по-человечески зайди и давай поговорим с тобой на эту тему. Давай ты докажешь мне, что это Аухай Оли, Ахке Ол, Алам, Ахке Шеш, Ахке Ду Эльду. Но, однако, это не меняет что-то. Мержуай не является Галгай, за что ты тоже рассказываешь ерунду, по крайней мере, касающуюся Чеченской Республики. Есть Аухуай, есть в природе. И давно. Ты думаешь, я его что ли выдумал? Ауховцы и Аухуай термин есть. И Акоки есть. Акачане есть. Я тебе сказал, что нужно. Берс Ауховский. Запрос отправь и все. Тебе ничего не надо сделать. Не надо долго писать. Запрос просто отправь. Ничего не стоит. Мерджи входила в округ Ангуш. За что? Ты сказки сейчас? Ты, видать, как-то упал неудачно. Раз ты рассказываешь. Где находится округ Ангушт и где находится Мерджи? Мерджи находится за Фортангой. Я не люблю эти актерские движения. Нет. То, что ты занимаешься, это и есть актерские движения. Я был там, я еще приеду туда. Вот когда я приеду, подойду, или ты подойдешь и расскажешь, актерские движения сейчас. Зайди. Я актерскими движениями не занимаюсь. Я занимаюсь как раз таки историей, этнографией, географией. Это не актерство, это не позерство. Если ты отвечаешь за свои слова, и если ты веришь самому себе, тогда зайди и отправь запрос. Понимаете? Поэтому ни больше, ни меньше.
Я тебе еще раз говорю. Давай вот так. Давай я тебе запрос отправлю, ты принимай. Как здесь? Прикрепить, сделать, выйти в прямой эфир без... Я еще раз тебе повторюсь. Ты отклонил видео. На этом разговор закрыт. Все. Думаю, на этом вопрос закрыт. Аша Бестерби Дейлда от ты меня прекрасно знаешь. Мы с тобой говорили много раз на это. Не надо. Ты не можешь не ответить ни на один мой вопрос. Понимаешь? И все. Дальше тогда уже нету смысла. Да. Так. Поэтому. Так, продолжим дальше наш эфир. На чем мы остановились до этого? Если вы хотите поговорить, если вы хотите обсудить какие-то вопросы, касающиеся ауха, касающегося любого вопроса, никаких проблем нету. Нажимайте на камеру, заходите в эфир, задавайте вопрос быстро, и я вам отвечу. Если нет, просто сотрясать воздух, у меня нет никакого интереса. Понимаете? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Еще раз вам повторюсь. И у Ахки, и у Аштхай есть свои родовые земли, которые всегда были в составе Норчичуа. Как и у Тирва, и у Мелхи. Всегда были, есть на территории Норчичуа. И то, что мы, осваивая свою равнинную территорию, спустились там в Аух или нынешнюю Ингушетию, ничего не меняет. И они не могут формироваться в новые нации, потому что их никогда не было. Но при помощи царской России, если сформировались, ладно, сегодня мы об этом не говорим. И теперь, да, и теперь я хочу продолжить эфир. У меня два вопроса. Я хочу сейчас задать вам вопрос. И как вы скажете, так мы и сделаем. Есть голосовое сообщение, которое мы можем обсудить по ауху, как в прошлом эфире. И есть исторический паблик, написано «Галгай История», который задает конкретно вопросы к чеченцам. Первый вопрос или второй? Мы будем зачитывать и отвечать на второй вопрос, или прослушаем аудиозапись и будем отвечать по первому вопросу. Я хочу услышать ваше мнение. Какой вопрос вы хотите, на тот и мы будем отвечать. Потому что и этот вопрос мне прислали в директ, и этот вопрос для рассмотрения нашей истории. Так что выбирайте, второй или первый. Мне надо услышать ваше мнение. Ибраим, если с Ютуба тоже говорят, тоже дай знать. Так, и поддержали наш канал. Как всегда, мой брат Шаройский Волк Умар поддержал. Дальше. Мой брат Ильяс. Это мой акинский брат. Ахкелуам Ильясу поддержать его канал эфир. И сегодня 3 человека поддержали наш вопрос. Я вижу первый. Вижу, какие вопросы. Давай проголосуй. Аухуай. Так, аух.
услышал у многих блогеров. И посмотрим, что происходит на самом деле у наших братьев-ауховцев, поскольку это мне задавали много раз вопросы, какое отношение, что мы хотим, не хотим. И я попрошу ауховцев подключиться, чтобы они тоже были в курсе, и всех моих братьев с Ютуба. Послушайте внимательно, в чем проблема ауховцев и как эти вопросы решаются. Данный вопрос должен был решиться с начала принятия закона о реабилитации с 90-х годов. Поэтому, Башлам, если бы нас не депортировали и не потеряли бы 300 тысяч человек на войне, нас было бы 4 миллиона 600 тысяч человек. Больше всех населения потеряли чеченцы. Это мы знаем, Инжи. Поэтому хочу, чтобы вы послушали это видео, и мы тогда ответим. Так. Ничего не слышно уже. Странно очень. Так, сейчас я постараюсь. Что ж такое? Вроде бы у меня все хорошо слышно было. Сейчас, подождите. Человек. Звук у нас. Так, сейчас. Есть огромное количество. Человек заселились в дома и живут в наших домах. Эту контору, которая вместе по вопросу я поломал, по-моему, решение судов делают в Володском районном суде. Пока я здесь председатель. В этом мне хорошо помог Султан Газип. Я вам разложу это по полочкам. В Володском районном суде, как мы сейчас работаем. Мы уже за последний год ни одного лакца, ни один дом не передали. По-моему, решение судов делают в Володском районном суде. И пока я здесь председатель. Спросите у меня, Гамзат, как это надо. Вы спросите у меня, я дошел до Верховного суда Российской Федерации. Эту контору, которая вместе депутатам Народного собрания, Хазетиса Идиюлюлгу, Усач Абдуллатипулюлгу, Буккамбулле Турки Тацраба, Мишхамбулле Бикса вопрос я поломал.
В этом мне хорошо помог Султан Вахидид тоже. Турки-тагирдов, которые голосовали против нас и избирали вместо турчинца, избирали курхинцев на должности Новолаки. Эти вещи так обсуждать не надо. Надо собраться, совету сесть. Я вам разложу это по полочкам. Миша говорит, потому что Миша на судах бывает и знает в Волжском районном суде, как мы сейчас работаем. Спросите у Миши. Мы уже за последний год ни одного лакца, ни один дом не передали. Благодаря Султану Вахидиду, его позиции, благодаря позиции адвокатов, в том числе и Миши, и благодаря судьям Новолжского районного суда. Зенула, ты не так меня понял. В вопросах юриспруденции ты не разбираешься. Ты когда-то что-то соображал, имел в виду, Хаджи начал там наверху, Артур шел, рассуждали, ты знал, ты был на весе. Но сейчас последние год-два ты же не знаешь, как закон изменился. И позицию Растевания я не понимаю. Надо это, и надо то, надо то. То не надо спросить надо, как это надо делать. Вот я делаю консультацию, Зенула, смотри, Нурлаевич. За время правления Султана Вахидида ни один житель Новолжского района ни одно письмо не получил. Как твой друг перешел туда в управление, я не знаю, перед кем он выслуживается, начали поступать письма. Есть решение Верховного суда Российской Федерации, она у меня в кабинете. Есть решение 5-го кассационного суда Пятигорска, где написано, ни один лакиц Новолжского района не должен быть переселен насильно, пока ему за дом, который оставляет в Новолжском районе, ему полностью не будет выплачена компенсация. Это однозначно. Она двойному толкованию не поддается. Это Мирзоевы, Сулеймановы, которые сдали дома, ушли, они пролетели. Ни один лакиц, пока не будет ему выплачено по стоимости оставляемого дома, построенного после 1944 года, никто не будет выселен. И ни одно решение суда тоже мы не выносим. Вынесенные решения тоже мы сейчас будем отменять. Кое-кто сядет в тюрьму за то, что бесплатно, не выплатив 30% стоимости домов, лакские, построенные двухэтажные дома получили чеченцы. За это ответят руководство, кое-кто и вплоть до прокуроров, которые были здесь прокурорами. А средний дом на Волжском районе, давай допустим, что он стоит 1 миллион, но построенный двухэтажный дом. 300 тысяч он должен государству заплатить, прежде чем заселиться туда. Вы посмотрите, 660 человек заселились в дома и живут в наших домах. И никто копейку не заплатил. А остальную стоимость в течение 15 лет они должны оплатить государству. Это чья вина? Зенула, ты тоже там. Вместе Абдуллатиповым, Хаджи, Артуром, вы тоже там. На свое время это Зенула и это Хаджи эту программу проталкивали. Они делали, чтобы мы переселились, чтобы отбирали у нас дома. Зенула обращается. Зенула в чем разбирается в этих вопросах? Ни хрена он не разбирается. Он был на стороне Хаджи и Абдуллатипов выгонял турчинцев из дома. Так. Как вы видите, уважаемые друзья, эта запись в свободном доступе опубликована многими блогерами, и здесь нету никаких других вопросов. Да, конечно, вне всякого сомнения, я не могу гарантировать и сказать, что если вдруг даже они скажут, что это не наш голос, что это все остальное. Однако, детально обсуждая все вопросы, говорить о том, он говорит, что вернули 660 домов. Вопрос,
ауховцы, которые проживают и не получили фактически 3000 земельные наделы, дома, которые не получили их обратно. Это не в счет. Вообще не говорится об этом. Но, однако, обсуждается. Вот пока есть такие люди, пока я есть, мы обсуждали, нам помогали, есть закон, другому толкованию не подлежит. А какой закон говорит о том, что после принятия решения суда, а такие случаи были, когда лакцы уезжали, продавали дома, допустим, аварцам. Хотя дома должны были возвращены быть ауховцам, которые там проживали. Постройки, говорят, все, которые после 44-го построены, а какие вопросы, извините, а разве возместить или постройка нового дома в новом микрорайоне, эти вопросы государство не решило? Или регулирование каких-то государственных вопросов, какие могут быть претензии, мы их заберем, мы обжалуем. Вот из-за таких проблем как раз-таки и есть решение, долгое решение, которое не решается в Аухе. Вопрос не в чеченцах, и поэтому спикер парламента напомнил, сказал, мы не забываем, что после возвращения с депортации заселенные дома чеченцев, ауховцев, не были возвращены. Об этом как раз-таки сказал спикер парламента. И я вам опубликовал и сказал, что 10 домов уже выдали чеченцев, обрадовались, что это тенденция, которая идет на улучшение. Я, конечно же, и в то время сказал это с перспективой на будущее, насчет того, что что-то хотя бы поменялось бы в лучшую сторону. В надежде, что поменяется в лучшую сторону. Проблема Ауховского района целенаправленно затягивают. Для чего это делают? Для кого это делают. Конечно же, если человек живет на пенсию средней зарплатой 20 тысяч, о каких миллионах он может выплатить, допустим, государству, чтобы ему вернули дом и земельный участок его предков? Скажите мне, пожалуйста, как это регулируют? А что отдали чеченцам? И Красный Горшок, и многие другие говорят, взамен им дали земли, дали земельные участки, дали денежные довольствия. Где документация? Опубликуйте, покажите, что вот ауховцы, которые вернулись 40-50 тысяч в 1957 году, из них выдано столько-то земельных участков пофамильно, столько-то денег пофамильно. Вот они не заслуживают, им не должны вернуть дома, тогда уже можно будет говорить с точки зрения закона. И я больше чем уверен, что федеральный центр, если бы данные выплаты производились, если бы данные взамен были даны земли и так далее и тому подобное, не стали бы строить новый микрорайон и не стали бы принимать закон о реабилитации, возвращая, чтобы вернули все исконные земли ауховцев им и название района. Не стали бы, потому что по закону они были бы правы. Если вы считаете, что им позволили, есть много документов, в которых говорится о произволе, которое производят. Я не знаю, я не утверждаю, что это так. Опять же, мы обсуждаем видеоролик, который существует в интернете, но ряд вопросов, конечно, к этим людям есть и несправедливые. Есть федеральный закон о таком же законе, который он говорит, 90-х годов, в которых говорится о том, что реабилитация должна пройти быть в полной мере. И должны быть возвращены дома, должны быть возвращены названия сел. И эти люди должны, уже прошло почти что, сколько без малого, лет с 90-х, уже лет 40-50 прошло с этих пор. Сколько это тянуть? Пока вырастут целые поколения, построили после 44 года. А что делать с домами, которые остались у ауховцев до 44 года? Которые жили, были дома, были коровы, были земельные наделы, все остальное было у них. Кто им это будет возвращать? Кто будет возвращать корову, скотину, утварь, которые были сворованы, вывезены у чеберлоевцев, у шароевцев, у всех жителей Веденского района, если на то пошло, на Юртовского района. Эти вещи тоже были выкрадены. Кстати, документы по этому вопросу есть. И это еще МВД СССР публиковало в то время. Ладно,
оставим. Что касается Чечни, оставим. Мы как-нибудь это на том свете как-то разберемся. Альхамдулилlah, Всевышний Аллах все видит. Почему нету вопросов какие-то к грузинам? Грузины жили в горной части Чечни, в Итумкалях и других местах жили. Посуду, утварь, некоторые даже оставляли. А это не мусульмане даже. Они христиане, они оставили все и ушли. Корову, скотину, все, что можно было, оставить. Почему евреи грозненские не взяли ни одной посуду, не тронули? Раввин запретил, сказал, это нельзя. Это евреи, которых многие вы сегодня презираете за это. Я имею в виду эти сюли, которые сегодня сидят на этих местах. Вы же мусульмане, вы кичитесь этим. Почему вы вместо того, чтобы отдать, если есть проблемы какие-то с государством, нужно, я не отдал ни один дом, мы будем возвращать. Да, можно много несправедливости в этом мире, конечно. Делать все, что угодно, но в судный день отвечать придется. Отвечать придется. И вот эта проблема, по моему мнению, которая есть, я уверен, что новый глава Меликов этот вопрос решает, и все изменится в лучшую сторону. Вот. Но такие люди, которые ведут такие разговоры, вы не знаете, там, усач, не усач, это, конечно, личное дело каждого, как называть или что делать. Но страдают ауховцы. Почти что до 200 тысяч представителей этого, проживая в этой местности, территории, ауховцы, куда они должны деваться? Почему не говорить, что из тех домов, которых нужно вернуть из 200, там, 2600, вернули 660, почему он не говорит, или 600 домов? Из 2600 вернули только 600, почему не говорит? В 3 раза меньше, чем должно было. Многие сгинули уже, ушли и умерли, оставив своим потомкам завещание, сказали, по мере возможности верните. Это неправильно. И с точки зрения ислама, послушайте, я, честно сказать, по тому, что там сказал Хабиб, я не знаю. Чеченцев выслали. Вот, новчи, которые проживали в Ухе, выслали. Они живут на этих землях на протяжении 1000 лет. Без малого. Пускай, окей, там Красный Горшок, Хапизов, они говорят, что они живут там 300-400 лет. Разницы нет. Незаконность, неправильность осознали, и федеральный центр вернула. Заселились на их землях, живут на их землях, вернулись домой, нужно возвращать. Если ты мусульманин, ты должен в первую очередь у государства просить. И если тебе государство говорит, хорошо, мы построим новый дом, не надо говорить, новые пристройки выплатите мне. Я знаю по этому вопросу, много документов есть, я их видел. Я видел эти документы. Они в свободном доступе в интернете были. Сейчас я уже года 2 тому назад я смотрел. Вот поэтому есть вопрос, на ровном месте появляются бытовые вопросы, потом начинают, мы же мусульмане, мы же маслиат должны делать. Маслаат должны делать после того, маслаат делать нужно после того, как все вопросы с точки зрения ислама будут решены. Еще раз повторюсь, вы говорите о том, что после депортации чеченцам дали новые земли, компенсацию. Покажите документацию, покажите пофамильно. Вот, допустим, я поясню вам сейчас ситуацию. В Чеченской республике были 2 войны. И выдавали компенсацию. Неважно сейчас сколько, что, 350 тысяч или 250, 150 тысяч, без разницы.
Чтобы получить эту компенсацию, должны были предоставить материалы и документы на то, что это его квартира, его дом. Все эти данные заполнялись, деньги присылались с федерального центра, документы заполнялись, отправляли в федеральный центр. И если вдруг сегодня кто-то захочет подать, допустим, грубо говоря, да, за разрушенное жилье и так далее, свою фамилию напишет письмо там, да, примерно я приведу пример, и отправят его в Москву, они бьют в базу данных, посмотрят, вот ты или твой сын, или твой внук получили за эту квартиру, за этот дом, получили компенсацию. Эти списки имеются. И в Чеченской Республике имеются, и в Федеральном центре имеются. Такие же списки, я более чем уверен, тем более в советское время, когда хаотично ничего не было, и бюрократический аппарат был ничем не меньше, чем сейчас, хотя многие считают, что было меньше, они составлять должны были документы. Каждому ауховцу, которому выдали земельный участок, или возместили компенсацию за потерянное имущество в Ауховском районе, должны были остаться документы. Если ученые, общественники говорят, что всем ауховцам, которые вернулись, дали земли, дали материальную компенсацию взамен тех, что были у них, там, дома, участки в Ауховском районе, предоставьте документацию, где расписались, где взяли, потому что это можно быстро решить. Я больше чем уверен, что этих документов в таком количестве нет, поскольку федеральный центр не является наивным чукотским мальчиком, который поверит в любую брехню. И они бы не стали бы строить новый микрорайон там в пределах Махачкалы, строить новые поселки, новые кварталы для того, чтобы переселить с Ауховского района на новый микрорайон. Зачем это делать, если уже эти ауховцы взяли все, что им положено? Вот этот вопрос не дает. А вот такие вот люди и видео, которые всплыли, аудиозаписи или видеозаписи, где он говорит, мы отбирали и ни одно письмо не дошло, как раз таки показывает, почему не исполняется федеральный закон о реабилитации, почему ауховцы до сих пор не могут вернуться в свои родовые семьи, дома и земли. Хочу повториться и сказать, речь не идет об отторжении, речь не идет об разжигании, нет. Речь идет о законном праве ауховцев, которые являются частью нового народа, которые проживали на этой земле 200, 300, 500 тысяч лет. Почему им не возвращают их дома? Простой вопрос. Поскольку и Дагестан, и Чечня являются субъектом Российской Федерации, значит, законы там должны исполняться. А если люди противостоят этому закону, закону о реабилитации, на своих ли они местах находятся? Оскорбление, все остальное, это они между собой решат, как это, что нужно. Из 2000, там, почти 3000 участков, домов и всего остального вернули 600. И ему не нравится это. Он говорит, мы будем забирать это. Мы будем наказывать, сажать прокуроров, сажать этого. Сажать нужно людей, которые занимаются провокациями. Якобы ссылаясь на закон, если им полноценно не выплатили. А есть те, которые уехали и не взяли эти деньги. То есть те люди, которые по исламу, с точки зрения по исламу поступили справедливо, по закону поступили справедливо, он их отчитывает, типа они вот прогорели, им ничего теперь от этого не будет. И опять же, если даже возвратив эти дома, чеченцы должны будут, ауховцы, которые должны будут выплачивать эти деньги государству, они должны выплатить это не Дагестану, а федеральному центру, от чего у тебя должна болеть голова, это уже сами решат те, кто вернет свои дома. Вот в чем проблема. Тогда бы АУХ, возможно, быстрее бы расцвел. Тогда бы, может быть, минус одна большая проблема в Дагестане, в Дагестане была бы решена. И не было бы межнациональных конфликтов ни с лакцами, ни с аварцами. С кумыками их как таковой и нет.
С другими нациями в Дагестане у чеченцев нету никаких проблем. Только по Ауховскому вопросу. Только по Ауховскому. И не более. Вот эту видеозапись я хотел, которую мне присылали много раз, просили обсудить, просили сказать свое мнение. Мое мнение такое. Федеральный закон о реабилитации должен быть выполнен на все 100%. Если этот закон будет выполнен, проблема, большая проблема, это получается северо-западного Дагестана, будет решена. Ауховцы наконец-то вернутся в свои исконные дома, дома своих предков, будут возрождать свои села, наводить чистоту на кладбищах, мечети, и все это будет, никаких проблем не будет, и будут жить в маслахате, как утверждают сегодня некоторые. Этот вопрос я видел, как отвозили некоторым арабским шейхам, отправляли и говорили, вот правильно ли, если займут мусульманским, мы это обсуждали. Обманывали шейхов и говорили, что этим чеченцам дали взамен другие земли и другие дома. Это ложь. Мало того, что вы врете светскому государству и простым людям, нам, вы еще и выезжая в арабские страны, обманываете шейхов, где говорите, что всем им дали взамен дома и земли. Если дали, просто как общественные деятели, как представители, там, не знаю, братья, единый народ этих ауховцев, нам в качестве доказательства покажите эти документы, опубликуйте их. Их не так уж и много было в тому времени. Вы говорили, что возвращение в 1957 году, когда вернулись ауховцы, их было там то ли 57 тысяч или 59 тысяч, вы говорили. Что после возвращения с депортации где-то в пределах 50 тысяч, вы говорили, ауховцев. Список 50 тысяч, которые вернулись и которым было выплачено и выданы земельные участки, выплачена компенсация, я думаю, что эти документы в свободном доступе есть. Вниз, без никаких проблем в этом не должно быть. А позорьте этих людей, докажите, скажите, вот ауховцы отказались от своих домов, от своих предков, от своих родовых сел и взяли другие земли, и взяли огромные деньги, компенсацию, построили себе великолепные дома, а теперь хотят наглые чеченцы еще вторые дома переименовать в бывшем Ауховском районе. Понимаете? Вот поэтому вот такое мое мнение. Закон един. Тем более для двух регионов, таких как Дагестан и Чечу, это болезненная проблема, которая на самом деле реально показывают не исламское, не добрососедские отношения друг к другу. Поэтому вот такое мое мнение. Что касается, опять же, этого видео, я некомпетентен, я не работаю в следственных структурах. Если кто-то заинтересуется, какие-то общественники, там, не знаю, МВД заинтересуются, проверят, насколько это достоверно, недостоверно, насколько это правда или неправда, я не знаю, врать не буду. Попало, послушали, и свое мнение он сказал. Вот так вот по первому вопросу. Ну, мы успели окончить. Давайте, если у вас есть вопросы, задавайте вопросы, я отвечу. Башлам, ассаламу алейкум. Бузуртанов говорит, что мы не соседствовали. Ответь. Бузуртанов, возможно, не соседствовал. Может, он дитя Монголии, может быть. А так мы соседствовали. С ингушами мы соседствовали. Нет, ну объединяться
некоторые норнийцы с Запада, некоторые норнийцы с Востока объединиться против, единым фронтом против чеченцев выступить. Это, знаете, это как моська, гавкающая на слона. Вот так бы я сравнил. Ни больше, ни меньше. Все-таки разумных, нормальных людей больше. Я хочу верить в это. Но, честно сказать, все меньше и меньше верится в эти вещи. Потому что вот ты слушаешь, мы с вами обсуждали, да, видео Мусы Зурабова, вроде бы посыл отличный. Он говорит о фитне, который носит Бузуртану в каждом эфире, затрагивая чеченцев. Это правда, стопроцентная правда от Мусы Зурабова, за что ему огромная благодарность. Великолепно он сказал. Баркалла ему точно так же, как достойному соседу и исследователю, историку не скажу, потому что там, к сожалению, в некоторых вещах он и истории не пахло. Во втором вопросе ему тоже огромная благодарность, когда он говорит о том, что на самом деле Кайырбеков не имел никакого отношения. Это мы говорили, но когда говорит сам ингуш, что Кайырбеков не имел никакого отношения к передаче пригородного района, он в этом прав. И плюс ко всему этому, то, что на самом деле Кайырбеков когда стал, то, что он не отдал Джайраховский район. И именно Кайырбеков Муслим, являясь исконно чеченцем, Нохчу, не отдал Джайраховский район, сердце Ингушетии не отдал Осетии. То есть он был противником. Об этом тоже сказал Муса Зурабов. Тоже великолепно, хорошая новость. Остальные вопросы там про Аламов, это уже оставим. Конечно, это его мнение. Конечно, он пытается... к этому я вообще, это нейтрально я отношусь. Пускай он говорит, это его мнение. Но когда он начал говорить о том, что я бы из каждого тухума сделал бы республику, из каждого, грубо говоря, района сделал республику, как в Чечне, так и в Ингушетии. Говорят, что он сказал и в Ингушетии. Я, честно сказать, услышал в первую очередь нас. То есть он говорит, из Мелхисты сделать отдельную республику, из Орстхоймах сделать отдельную республику, из Ироймах сделать отдельную республику. Это его мнение. В видео вы слышали, если хотите, я могу поставить ее снова. Вот это, когда он переходит границы и говорит о нас, и о названии войнах, где он обычно только Эхкой, Мелхой, Орстхой и Галгай, не говорит джайраховцы, назрановцы, орстхоевцы и так далее, там, Феппе и так далее, он не говорит. В этих двух вопросах он не прав, в других двух вопросах он прав. Уалейкум салам. Уалейкум салам. Поэтому, когда что-то хорошее, обязательно там есть и негативное. Хочется тебе сказать, да, вот уже идут, настраиваются какие-то позитивные стороны. Опять же, мы сказали, что после выступления председателя в Ауховском районе выдали 10 домовладений ауховцам. То есть вернули дома их предков. Это была хорошая новость. Мы заявили об этом, начали, вроде бы пошло, вроде бы сдвинулось при новом главе Меликове. Только начали радоваться. Выходит вот это видео, где некий человек, я его даже не знаю, кто он там, кем он там является, говорит, мы не отдавали, не будем отдавать, будем даже то, что отдали, возвращать и так далее и тому подобное. Я не знаю, где здесь позитивная сторона этого вопроса. При любом конфликте упрекают там, что Шилковского района выгнали Сюли, что в Кизляре знак поставили на своей земле, недовольны. Там приехали на разборку с оружиями. В Ауховском районе, когда произошло ЧП, приехали вооруженные люди, недовольны. А каким образом? Чтобы быть довольным, чтобы решать вот эти вопросы, во-первых, должны быть две стороны по любому вопросу. Понимаете? И тут надо как бы понимать и ту, и другую сторону. Они упрекают и говорят, дал нам Бог соседей. Без всяких вопросов, без всяких проблем с Южного Дагестана 4 или 2 села во время президентства Медведева было передано Азербайджану со всем его населением. Были ли возмущения со стороны Дагестана, митинги, паники, общественники? Я, честно сказать, этого не видел.
Я это узнал от самой девушки, которая проживала в этих селах, где она говорила, что теперь мы имеем два гражданства. Одно азербайджанское, одно российское. И она рассказала мне об этой ситуации. Я до этого не знал. То есть были какие-то спорные 2 или 3 села Южного Дагестана. Они передали их Азербайджану. Все, вопрос закрыт. А тут речь даже не идет о том, чтобы передать часть земли чеченцам. Нет, речь не идет. Речь идет о том, чтобы исторические дома должны вернуть. А то, что некоторые люди превышают количество населения, добавляют, не добавляют. Честно сказать, когда мне дедоевцы вышли на связи и рассказали, что у них абсолютно разный язык, или андийцы, когда сказали, что у них абсолютно разный язык, разные культуры, даже вообще друг друга не понимали. Сейчас они говорят, мы родной язык теряем, и мы как бы начали только на аварском говорить. В этом случае они говорят, что акинцы, даже, грубо говоря, да, или чеберлоевцы, или шароевцы, они начинают говорить и говорят, о, вот это отдельные общества, вот эти отдельные общества, подождите, народы. Утверждая, когда у нас возник проблемный вопрос с Ингушетией, границей Ингушетии, начали некоторые силы затрагивать. У них, не зная языка друг друга, они считают себя единым народом. В Чечне все диалекты понятны. Все без исключения. Все. Мы все слова друг друга понимаем. Культура, традиции, все одно. И нас, несмотря на это, делят. И есть те люди, которые сегодня ведутся на эти провокации, сегодня распространяют внутренний сепаратизм, выдумывая какие-то солярные знаки, выдумывая отдельные алфавиты, выдумывая какие-то отдельные флаги, гимны и многое другое. Есть такие люди, которые занимаются вот этими провокациями. И несмотря на это, в Чечне к этому относятся более или менее лояльно, насколько я знаю. Нету никаких проблем с этим. Сейчас я пойду выпью воды, буквально на 2-3 минуты я отлучусь, и я вам поясню и зачитаю вопросы, на которые мне приходится ответить. Если среди вас есть желающие выйти со мной в прямой эфире, задать мне в лицо вопрос, вы можете это сделать через VPN. Зайдите в Instagram на канал bashlam.39, и там снизу есть камера с плюсиком. Нажимаете ее, отправляете запрос, я принимаю. Не материться, в рамках культурной речи задаете свой вопрос, и я вам отвечаю. Любой вопрос касаемо истории, географии, датов и тому подобное. Если вы находитесь и смотрите трансляцию через Facebook или YouTube, отправляйте ваши вопросы админу этих каналов Ибрагиму, он обязательно их перешлет. При поступлении или поддержке нашего канала, как то было ранее, я сразу сообщу вам, вот допустим, ассалам алейкум, дышни из Джейраха задонатили. Джейраховские дышни дал Сидуал, дал Саадуал. Вот задонатили. И я сейчас выпью воды и вернусь, и мы продолжим с вами.
Так, есть ли у вас вопросы? Если нету, я буду зачитывать вам вопросы, которые задают нам некоторые нарнийцы на своих пабликах. И после этого, когда я или мне подобные блогеры из Новчичуя начинают отвечать, упрекают в провокациях, упрекают в том, что мы отвечаем якобы им, и им это не нравится. Любая провокация, с чьей бы она стороны не была, должна быть рассмотрена, посмотреть, есть ли оно или нету. Если нету никаких проблем, допустим, примерно, почему мы не говорим, в принципе, ни о даргинцах, ни о лезгинах, ни о табасаранцах, удинах, там, остальных. Нету никаких проблем, и они мусульмане, и мы мусульмане, и соседи, все нормально. Нет никаких проблем с ними. Есть некоторые проблемы, конечно, с кумыками, не совсем. Там есть некоторые псевдоученые, которые рассказывают, что там чуть ли не вся Чечня принадлежит им. Вот эти сказки, которые им рассказали. Или есть сюли, которые рассказывают, что вплоть ли чуть ли не до самого Грозного все земли были им. Но об этом чуть позже. Кстати, сегодня наткнулся на один документ о Гехинском сражении, о Валерийском сражении. Многие особенно, да, рассказывал, что, оказывается, на Валерике воевали. Так вот, в документах, описании четко указано, кто воевал в сражении на Валерике. И, честно вам скажу, там упоминаются и Орствай, шатоевцы, ичкеринцы. Но ни одного слова, что хоть один человек прибыл из соседнего региона, как любит рассказывать Бузуртанов, что они воевали на Валерике и все были они. Нету ни слова об этом. Ни от Лермонтова, ни от историков, которые в то время, военных генералов, которые описывали. Зато четко описывается, что на Валерийское сражение, в котором считается выигранным Малой Чечни, участвовали чеченцы, ичкеринцы, шатоевцы и астхоевцы, как единый этномассив. И он входил в состав единой, в то время, единого имамата. Я вижу Башлам. Шей Анди Муатбол Анди Хабюл Бахар Новчиш Дацис. Цацбеш Хабюлош Анди Шах Новчибу, Уэнишбу. Цацбеш Анди Бу. Кто-то может соглашаться, кто-то нет. Шабеш Уэнишбу, Хутор Батчу, Шабеш Уэниш. Ладно. Давайте, раз дальше вопросов нету и видео запроса я не вижу, продолжим. Я зачитаю доказательства тому, что это есть. Некий Галгай.истории. 3 кавказских вопроса. Почему чеченским историкам кажется Кавказ чеченским? Вопрос. Насколько правдиво утверждение, что кумыки считают чеченцев своим народом? Второй вопрос. Послушайте, какие провокационные вопросы сразу стоят. Если ингуши и чеченцы войнахи, почему не могут найти общий язык по границе? Вопрос. И длинный такой пунктир. И идут дальше трактовки. Я зачитываю, как написано там. Чечено-кумыкская тема игнорируется, вернее, скрыто изучается, потому что требует публичного независимого исследования. Интересно, публичное независимое исследование от кого? От нарнийцев, что ли? Чеченские историки подчеркивают, как свои, земли кумыкских, в скобках
тюркских шамхалов, запятая, который начинается с острова Чачан, запомните, с острова Чачан. Остров Чачан никогда не назывался. Остров назывался через Е Чечень. Но, дальше слушайте, остров Чачан из Каспийского моря, Кумыкской, запятая, чеченской низменности, запятая, и до самых кабардинских княжеских земель, запятая, также чеченских князей, точка. Историк Дауев Саламу не историк был, если что, чтобы вы знали, представляет тех чеченских историков, запятая, которые утверждают, что войнавская совершенно чуждо, войнавская, запятая, совершенно чуждо чеченцам. И они пытаются донести, что 10-15% галгаев, запятая, уастхвай, запятая, из чеченской среды, которые принесли язык чеченскому народу, не могут определить чеченскую историю. Точка. Чеченский историк Ибрагимова З. на основании генетических данных исключила близкое родство чеченцев с кавказскими народами, ингушами и грузинами. Оказывается, кавказские народы — это ингуши и грузины. Больше кавказских народов нету. Дальше зачитываю. Я вам зачитываю как есть. Действительно, значительную часть чеченцев себя не считали войнахами. Точка. Играть роль войнаха, запятая, заставили после особой антиингушской просьбы товарища Сталина. По особой антиингушской просьбе товарища Сталина по Горской республике, выход из которой одарил Чечню ингушским Сунжинским районом, запятая, следом награждены ингушскими землями истории, разделив с Осетией, точка. Вот такого бреда, когда вышли из Горской республики, Сунжинский район еще не был добавлен к Чечне. Ну вот насколько нужно быть и имбецилом, и дебилом, чтобы вот такое писать. Награждены, говорит, назло ингушам Сталина. Это где Сталин назло ингушам что-то сделал? И знал ли он вообще как таковой? Это в этом, вы хоть сами понимаете. Назло ингушам, говорит, Сталин отдал земли после того, как с Горской республики ушли. Но ваш Муса Зурабов утверждает, что чеченцы, когда вышли из состава Горской республики, Сунжинский район не входил в состав Чечни. Абсолютно верно. Они потом добровольно после окончания сами присоединились к чеченцам. Разве не так? Ну да ладно, читаем дальше эти сказки, бабайки. Смотрим, вы заметите, сколько оскорблений. И это официально, это еще даже не середина. Дальше. Говорит, Ибрагимова Зарима на основании генетических данных, интересно, Ибрагимова Зарима с каких пор стала генетиком у нас? Ну да ладно. На основании генетические данные как раз таки говорят обратное. И человек, который реально занимается генетикой, Пахрудин, занимается чеченским ДНК-проектом, и сегодня в моем сторис вы увидели, насколько близкими являются или нет те же самые L3, те же самые J1, J2, и не считая уже Клесов и Пахрудин, они говорят об обратном. Ну да ладно, дальше продолжим. Дальше. Пытаются донести Галгаева с грузинами. Действительно, значительная часть чеченцев себя не считала войнахами. Играть роль войнахов заставили после Горской республики, это я зачитал. Дальше. С Осетией. Дальше с ингушами, слушайте, дальше с ингушами делили в 1944-57 год. Я не знаю, переход такой. Историю разделив с Осетией написан. Дальше с ингушами делили
делили 1944-57 года. В пользу кумыка чеченской версии говорят признаки тюркского названия чачаны. Топонимы на картах язык, отличительный от кавказских языков со всей фонетикой, это фонетика Ф, что ли, которую вы переняли у осетин. Ну, раз вы утверждаете, я это ему говорю. Язык, дальше смотрим. На картах язык отличительный от кавказских языков. Странно, вы карачаевцам, балкарцам, когда в десны там целуетесь, клянетесь в братстве, вы говорите то же самое им, а они на тюркском языке разговаривают, если что. Вы же им не говорите, вы говорите, мы единые братья, мы входили в Аланское царство, мы всегда гуц. Почему вы их не упрекаете в тюркизме, а? Мне это очень интересно. Куда же пропали тогда ваши вот эти все? Карачаевцы и балкарцы говорят на тюркском языке, уж не считая уже дальше. Вы же их не упрекаете и не говорите, вы говорите не на кавказском языке. Дальше продолжим. Это только отвечая на ваши вопросы. Кстати, Зарема Ибрагимова не генетик, а Дауев Саламу не историк. По крайней мере, официальных историков. Ученый, но не историк. Вот так, языков со своей... смотри дальше. Языков чачаны, топонимы на картах, язык, отличительный от кавказских языков со всей фонетикой. Общие феодалы, то есть общие феодалы, великолепно. Кстати, про феодалов я вам зачитывал документ, когда вы платили аксайским князьям дань. Могу повторить, этот документик есть у нас. То есть вы платили дань кумыкским князьям. Не просто кумыкским, а аксайским князьям. А знаете, где Аксай находится, да? Хорошо. Тот, кто не знает, так, на всякий пожарный. Дальше читаем. Феодалы, дальше общие феодалы, найбы, герои, известные религиозные учителя и самое главное, ну да, религиозные учителя вполне возможно. Нохчи очень набожные, любят ислам. Им без разницы, кто преподает, будь то кумык, араб или кто-либо другой. Они не учителю молятся, а веруют в единого Всевышнего Аллаха. Ну да ладно, дальше продолжим. Самое главное, учителя и самое главное, общие традиции, которые как конкретное доказательство в прошлом, настоящем позволяют с легкостью заключить межнациональные браки. Стоп. То есть вы утверждаете, что общие традиции у кумыков и у чеченцев? Интересно. А какие это общие традиции? То есть по словам этого нарнийца, ингушского нарнийца, он говорит, общие традиции, которые как конкретное доказательство в прошлом, настоящем позволяют с легкостью заключать межнациональные браки. То есть у вас общие традиции и прошлое, настоящее с легкостью разрешают заключать браки с осетинами? Это из-за этого у вас больше браков с осетинами? Нет. Но вы упрекаете чеченцев, что у нас общие традиции и культура, из-за этого мы легко заключаем браки с кумыками. Ну, вот этот автор пишет. Скрины у меня есть. Можете зайти. Эта статья висит у него на странице. Галгай.история. И он говорит, что общие традиции и культура позволяют кумыкам и чеченцам жениться. То есть смешанные браки. И тогда получается легко жениться. Хотя кумыко-чеченских браков не так уж много. А вот осетино-ингушских браков, по тем же словам первого президента Республики Ингушетии, больше даже, чем с чеченами. Получается, у вас традиции и культура, и общие ценности больше с ингушами, с осетинами, ну или с кабардинцами, без разницы, вообще не суть. Так получается, что ли? Ну, логически, я отвечаю на ваш вопрос. И да,
сколько процентов вы можете показать общих с кумыками браков чеченцев? Ну так, в принципе, на скидку. Сколько их? 50%, 60% от общего населения. Чтобы говорить о таких словах, должны быть большие проценты. Все население кумыков, которые проживают на территории Чеченской Республики, ну, их может быть максимум 1020-25, если даже столько есть. Очень маленькое количество кумыков по статистическим данным. Я последние данные зачитывал, сейчас я не помню. И плюс возьмем аух. В аухе и того меньше. То есть общих браков с кумыками не так много. Тогда на чем основывается вот этот разговор? Конечно же, на том, чтобы задеть, оскорбить чеченцев. Ни больше, ни меньше. Вот вы их понимаете, это оскорбление. Вы понимаете это? На общих традициях языка, опять же, язык кумыкский, и чеченский, и тюркский язык, и чеченский язык абсолютно разные. То, что какие-то слова позаимствовали, тут тоже ничего такого нету, потому что тюркский язык был в свое время международным на Кавказе, потому что велась торговля, велись какие-то обмен товарами и так далее и тому подобное. Да, и с нами тюрки соседствовали, и с вами соседствовали, допустим, те же самые осетины, те же самые грузины, как и с нами. Но можно ли упрекать вас и говорить, что у вас общие традиции, культуры, общие ценности, и поэтому у вас браки с грузинами? Хотя достаточно роликов есть, где не то, что вы хвалитесь просто-напросто и говорите, что мы рады, что наши сестры вышли замуж за грузинов. Есть такие видео тоже. Но с точки зрения ислама, это ничего хорошего нету в этом. Кумыки-то мусульмане. Альхамдулиллах. Ну да ладно. Вот такие вот вопросы. Это еще не все. Продолжаем дальше. Язык можно приобрести... Так. Дальше смотрим. С легкостью заключать межнациональные браки. Язык можно приобрести. Именно традиции отличают народы, которые сближают кумыков и чеченцев. Интересно, а много традиций сближает кумыков и чеченцев? Вы такие большие специалисты по кумыкской культуре? Может, расскажете нам, какие, допустим, традиции взяли мы у кумыков или нас сближают? Ну, какие, например? Было бы неплохо, если бы перечислять. А так, что есть какие-то культурные взаимопроникновения, так это нормально. Почему? Объясню. Потому что по соседству живут. Допустим, осетины переняли, говорят, многие кавказские традиции, включая одежду. Казаки переняли, да, включая одежду, традиции. Но они не становятся от этого, там, допустим, или чеченцами, или черкесами и так далее и тому подобное. Только тупой может заявлять это. Ну да ладно, дальше продолжаем. Но резко, сближают кумыков и чеченцев, но резко отличают чеченцев от ингушей, которые и мешают межнациональным бракам с ингушами. То есть у нас разные культурные ценности, говорит. Из-за этого, говорит, есть различия. Вы послушайте, я хочу, чтобы вы услышали меня. Послушайте. Язык можно приобрести. Именно традиции отличают народы, запятая, которые сближают кумыков и чеченцев, запятая. Но резко отличают чеченцев от ингушей, запятая, которые и мешают межнациональным бракам с ингушами. Именно разные традиции, запятая, не позволили ингушам найти общий язык по границам, как нашли общую границу чехи, запятая, словаки с одинаковыми традициями. Дело в том, что чеченские политические исследователи смотрят на историю земли как кумыки. Как кумыки. Так, подождите. Так, я хочу найти продолжение.
Так, как кумыки. Дальше. Дело в том, продолжаем дальше. Дело в том, что чеченские политические исследователи смотрят на историю, на землю, через кумыкскую призму кумыкских шамхалов. Потому им кажется, что не только Сунжинский и Малгобекский район, но и весь Кавказ чеченским, тюркским. Чеченским, в скобках тюркским. Где вот эти, вот я останавливаюсь на этом, где вот эти горлопаны, войнахисты, любители братства, где вы, которые вечно упрекаете меня в разжигании, вечно за то, что я занимаюсь историей, кого-то там задеваю, кого-то что-то говорю, где вы теперь? Скажите мне. Вот написали такое. Это еще не все, это не закончилось. Это еще не все. Комментарии дальше вообще хорошие. Великолепно, вы поймете. Пишут, дальше пишут. Сунжинский, Малгобекский район, но и весь Кавказ чеченским, тюркским, многоточие. Дальше пишут, что признать открыто не могут. В таком случае чачаны оказываются в своей роли потомков тюркских кочевников или полукочевников. Такая игровая роль свалилась на бедных людей, которые как жертвы пытаются соответствовать очередным фантазиям. Не случайно на территории Чечни прямо уничтожаются любые древние кавказские, ингушские топонимы, как Галгай-Ари, то есть древние ингушские топонимы, как Галгай-Ари. Это место, где это небольшое поле, где разрешали пасти скот, чтобы вы знали. Это не 100 километров, не 10 километров. Это маленькая площадь, где разрешали пасти скот крупнорогатыми. Древние, говорят, исторические уничтожаются, как Галгай-Ари. Дальше. Зачитываем. Галгай-Ари открыто пишут в книгах, что не существует ингушского народа, потомков Кавказа. Не ради войнавского братства, а в соответствии со своей отличительной, коллективной, моральной СД-традицией. Так и написали, реально написали. Вот реально. Это СД-традиции, когда в палаточном лагере были поножовщина, когда специально ставили провокации, делали, забирали, сдавали чеченскую молодежь, говорили, что они боевики. Вот про это СД-традиции. Ладно, дальше продолжим. Я не про хорошее тоже было, но все-таки. Но раз упрекаете, я вообще сказал, морально СД-традиции. Ингуши не ограничивались соболезнованием на расстоянии, как это позволяется и было сделано ранее по чеченским традициям, которые таким образом не только проигнорировали в 1992 году чужих войнахов, но даже не пустили беженцев, путающие здания Сунжинского района. Ну, для начала, по Сунжинскому району вас не пустили Асиновку, Сильноусскую. А точнее, вы хотели заселиться два эти селения. Не запустил вас директор, который был сам ингушом. И он сказал, что не запустит и не хочет. Асиновские, Серновские жители принимали вас. И, несмотря на это, всех остальных беженцев направили в Грозный, разместили в гостиницах Кавказ и в других местах у родственников в Грозном. И об этом рассказывает первый президент Республики Ингушетия, которому мы больше верим, нежели чем этим балаболам. И принимали участие. И я лично брал интервью у очевидцев, которые в то время увозили оружие, отдавали оружие. Со мной связывались ребята, которые еще живые, которые участвовали в этом конфликте, которые не живут сегодня в пределах Российской Федерации. Они рассказывали, как помогали и шли, до Беслана дошли, когда начали, что им говорить, когда они развернулись. Много чего было.
много чего было. Но не забывайте, прежде чем доехать до Асиновки, Серноустской, они проехали через всю республику Ингушетию и потом уже приехали в Чечню. 60 тысяч, которые не могли разместить остальные. Но они приехали в Чечню. И не на дальнем расстоянии, а реально им помогли. Есть достаточно выступлений, задокументировано в газетах, где собирали кровь, где собирали деньги, где собирали медикаменты, где помогали вывозить студентов с Осетии и многое-многое другое. Но неблагодарное отродье нарнийское об этом ни слова не говорит, кроме как задевает и рассказывает нам об езде. Я это говорю не всем, я это говорю конкретно людям, которые писали эту статью, а в дальнейшем там идут еще дополнения, вы сами услышите это. Народу потомков Кавказа ингуши проявили сострадание, и это езде традиция образовалась в чужих войнах Сунжицкого района на месте компактного проживания чеченцев. В данном контексте правильно высказался первый президент Ингушетии Аушев Руслан, что ингуши пришли бы на помощь любому другому народу, поскольку выполняли конкретно древние кавказские традиции добрососедства. Этнические кровавые чистки в пригородном районе, грозненские лозунги «Ингуши в Назрань», лозунги полнейшая чушь, выдумка, и нет ни одного доказательства по этому поводу. Это касается и того человека, который называет себя чеченцем и журналистом, и говорит, что это было. По крайней мере, пускай этот журналист выйдет со мной в прямой эфир или выйдет со мной на связь и расскажет мне, в каком месте висел этот плакат, и докажет мне, потому что я искал везде, и ни один человек этого не подтвердил. А я говорил старыми грозненцами, которые не было такого никогда. А он утверждает, я знаю, что для чего он это делает, что это было. А этого на самом деле, по крайней мере, не было никакого доказательства. Этнические кровавые чистки в пригородном районе, грозненские лозунги «Ингуши в Назрань» говорят также за себя. Не только об... Дальше посмотрим. Не только об... Странно. Не только об этом, наверное. Что признать не могут в таком... признать открыто не могут в таком случае чечены окажутся в своей роли потомками турков. Вот дальше, продолжение. Аушев был прав. Добросовет. Так. В пригородном районе грозненные лозунги ингуши в Назрань говорят также за себя. Не только об отсутствии у большинства кавказской коллективной морали, но и глубокой морали ислама, христианства. 9 заповедей Мусы, мир ему. Я не знаю, при чем тут 9 заповедей Мусы. Ну да ладно. Пророку Мусу вспомнили, про его заповеди вспомнили. И это говорят люди, которые... Ладно, не будем сейчас. Вот такую статью написал официальный паблик, который называет себя «Галгай История». Огромная статья, где идет оскорбление как языка, как культуры, ассимиляция, название территории и много чего другого. Идет этот, есть, вы можете зайти, посмотреть, мне скинули его, попросили. И якобы этот человек говорит, что все говорят, что весь Кавказ чеченский. Во-первых, весь Кавказ чеченский никто никогда не говорил. Есть некоторые карты, есть некоторые исследователи, которым интересно, чем же все-таки есть разные карты, на которых 16-17. Почему мы не имеем права опубликовать их? Их публиковали не мы. Их публиковали российские ученые, советские ученые, некоторые европейцы, где до самого Каспийского моря, в некотором месте до самого Дербента написано чеченцы и так далее и тому подобное. В чем проблема? Почему нету жалоб, почему никто ни из дагестанцев, ни из ингушей, никто, кто возникает больше всех, здесь нету никаких войнахов, Магас, ты немножко ошибся.
где возмущение в Российскую Академию Наук, Российскую Академию Картографии и так далее. Я не знаю, как эти академии еще называются. Как нет ни одного слова, потому что боятся. Больше всего боятся, что они могут быть опозорены или что их может федерального центра приехать в Воронок и посадить. Ни сюлей, ни ингушей не говорят ни слова им. Но когда чеченцы публикуют эти карты, они начинают говорить о чеченских фантазиях или о чеченских притеснениях, или якобы, что они хотят, начиная от Экова больного, который там живет за границей Фаргиева, который утверждает, что чеченцы хотят создать Третий рейх. Нет, чеченцы не хотят создать Третий рейх. Чеченцы, как и все остальные народы, валейкум ассалам, моте, пока Ибраим мне ничего не присылал, моте, как он сообщение пришлет, я скажу. Это еще не все, я вам дальше просто сейчас зачитаю, я отвечаю коротко на эти вопросы. В ряд вопросов, конечно, крайне негативно будет выглядеть, когда я буду отвечать на эти вопросы. Я понимаю это, но не ответить мы тоже не можем. Многие вопросы я сразу ответил, вы видели, по традициям ответил, по языку. Есть какие-то перенятые слова. Что касается фонема, ну кто-то взял букву Ф у валикум ассалам, у осетин, допустим, у персов, ираноязычных. Мы, допустим, взяли у тюркоязычных какие-то слова, поскольку мы соседствовали, поскольку они мусульмане, мы мусульмане, да, есть какие-то религиозные деятели, которые мы взаимодействовали. Да, и арабский язык, и ислам пришел раньше к нам. И тут ничего такого плохого я не вижу. В остальном случае можно ответить. И никогда иншаллах рахман дал халам хамагас я клянусь именем Аллаха, что я буду перед ним именно ходатайствовать по этому вопросу, кто из нас прав, кто нет, посмотрим. Ну да ладно, с выдуманными своими названиями. Читаем дальше. Под этим комментарием. Меня вечно, когда я даже провожу прямой эфир, меня упрекают, вот твои подписчики Башлам всегда гунядин оскорбляют, ты видел комментарий. И я, честно скажу вам, я почти что все сфотографировал, что было под ним. И дальше смотрим. Инг 0060 пишет. Красная звезда отвечает ему. По ЧГТРК начали передачи типа эрудиты. Историки часто начали выступать. Это сейчас. Слушаешь их и понимаешь, что только они были и все. И никого кроме них. Как они писали, они викинги, Ноя, вот так написано, как записано, вот, идиоты просто нам писали, запятая, они викинги, запятая, Ноя, запятая, корабль у них нашли, улыбка и так далее. Но про 3 района ингушей молчат. Какие 3 района? Не молчат. Говорят, многие говорят, зачем оставили Сунжинский и Малгобекский район, не надо было отдавать. Не молчат. Дальше. Зря ты думаешь, а про какие еще 3 района? Может, еще какой-то район, который мы не знаем. Ну да ладно, молчат. Думают, что ингуши, дальше, не знают, многоточие. А мне как-то один тушинец, опять же, как-то кто-то мифический, тушинец сказал, что грузины знают, откуда и докуда наши земли. На территории ЧР, многоточие, ЧР, все остальное с маленькой буквы. И что наших строителей башен, опять началось 25, башен, приглашали строить башни, и чтобы научили строить. Он сказал, что есть башня, на их территории построили ингуши с большой буквы. Даже есть клип, где грузинки поют с башней поют грузинки. Не на башне, не рядом с башней, а с башней поют. Дальше смотрим. Варфан Ганхар пишет. Да, конечно, это все очевидно. И даже не стоит
разговоров. И так понятно, кто они и откуда. Ингуши сами виноваты, что ними, что с ними братаются. Виноваты ингуши, что братаются с нами. Я считаю, что все ингуши должны сразу показать им место, где бы ни встречались. Они никакие не в войнах и никогда ими не были. Мы должны им прямо это говорить. И чтобы они знали, что мы знаем, кто они. Они забрали больше нашей земли, чем осетины. И еще больше нашу историю себе своровать. А нас хотят ассимилировать. Конечно, я промолчу про правописание. Для начала хотя бы научился его писать. Это под ним же идут комментарии. Красная звезда пишет. Ты прав. Это вот этой красной звезде они отвечали. Ты прав, запятая. Указания на башенные поселения у них никогда не было, как это есть у ингушей, запятая. Я помню еще в 90-е, 2000-е года, а и позже, пунктуация вообще полный тут кол с минусом. А позже они никогда не указывали, что являются выходцами из горных обществ или поселений. Буквально лет 10 назад на рынке я случайно подслушал разговор. Ингуш случайно подслушал разговор с большой буквы. Ингуш спросил у одного ногчи торговца, парня в Ингушетии и его матери, откуда вы родом? Ты знаешь, что они ответили? То 12-й мол совхозе аж до. Прикинь, какой у них глубокий корень, очень глубокий народ, и таких там через один. То есть этот дебил утверждает, если спрашивают Шумича, что может, поняли, может, не поняли, не факт. Что они ответили, что они живут на 12-м участке, они говорят, посмотри, какой у них глубокий корень. То есть, если я сегодня спрошу Шумича, что, если он скажет Базоркина, или я не знаю, какое там село, Плиево, Троицкое, Вознесеновское, я должен сказать, какие у вас глубокие корни. Видите? Уровень развития, где остановился. Ты думаешь, если у них нет информации о том, где расположены их башенные поселения, то кто же они тогда? Вот идиоты. Дальше. Ассимилированные кумыки, запятая, аварцы, запятая, андийцы, кумыки, русские, запятая. Кто? Вопрос. В чеченских районах за рекой Аргун нет вообще ни одной башни. Это ложь. Это ложь. Я клянусь именем Аллаха, что это ложь. Балаболка нарнийская будет писать. Фушт-пушт писать будет. В районах за рекой Аргун нет вообще ни одной башни. На Жиртовский и Веденские районы. А это корень и место зарождения чеченского ногчи этноса. И ни одной башни, ни боевой, ни жилой. А почему? Ой, дебилы. Чеберлой усыпан башенными комплексами. Он за Аргуном. Шарой усыпаны башенными комплексами. Он за Аргуном. Чтобы было понятно. Вот просто настолько дебилы неполноценные. Понимаете? Это нужно быть насколько придурком, чтобы такое писать. Ладно, продолжаем дальше. Я уже не буду говорить о дальнейшем. А то, что в Харачеве башенные комплексы, где они находятся, по-вашему? Об этом же есть написано, Марковин, все Виноградов писали в советское время. Если вы не доучки, я не знаю, чем вы вас вообще, как вас воспитывали. Ладно. Просто написать надо.
нежилой. Почему вопрос задается? Это другой вопрос. Тогда эти земли были землями аварцев. И, скорее всего, они на этой территории Ичкерии, они и не нужны были ввиду того, что они находились под защитой аварских князей. Если я не ошибаюсь, их называли нуцалами. Понимаете, да? Куда идет? С кем общаются? Для чего это все говорится? Если были, говорят, под нуцалами, под защитой нуцалами, им башни нужны. То есть, получается, если вы были под шамхалами Тарковского, аксайскими князьями, вам башни не нужны были, да? Просто никогда не были ни в Ножеюртовском, ни в Веденском районе. И не понимают, что там высокие, большие леса. А там, где леса, смысла строить башню как таковой нету. Нет никакого смысла строить там башни. И просто тот, кто не знает ни географии, ни истории, он дебил конченый. Простите за выражение. Я понимаю, что это все-таки исторические паблики вести нужно себя более корректно, но по-другому я этих людей назвать не могу. Несмотря на это, там, где меньше деревьев, допустим, в Чеберлое огромное количество башенных комплексов, в том числе и Хой, и Садой, и Орсуай, Харачой тоже открытый, там, где нету лесов, башенные были башни, есть точнее, в Шарой усыпано просто. Я вам показывал, ездил в Шикарой, Хиндой, Хакмадой, Сандахуай, башенные комплексы. Они все за Аргуном. Аргун в другую сторону уже идет. За Аргуном идет только у нас идет. И то Шатойский район делится на две части. Правая и левая берега. Шатой тоже. Аргун справа, Аргун слева. Там тоже деревья. Получается Пантуай, Хаккуа частично получается. Тоже ни одной башни с правой стороны Аргуна. Хотя башенные комплексы были вплоть до Червленной, которая находится на Тереке. На открытой местности. Вот такие бараны сидят и пишут дальше. Это был звезда, который зазвезделся по полной. Звездун, так сказать. Погоняла, красная звезда погоняла звездун. Дальше зачитываем комментарии. Ассаламу алейкум. Правда ли, что Варандой, Хакку, Абхамту, Агатто ведут корни из Акка? Нет, неправда. Но у них у всех L3, но они оттуда не ведут. Конечно же, вообще мало чеченцев. Слушайте дальше. Варфан Ганхар пишет. Конечно, вообще мало чеченцев с ингушскими фамилиями. То есть мы должны носить ингушские фамилии. Как вам такое? Может 5%. Интересно, это ингушскими фамилиями? Чеченцы? Может ингуши с чеченскими фамилиями? А не наоборот. То 5%. И это бывшие Орсхо, а вот тут слушаем, это бывшие Орсхо и акинцы, которые так и пишут, очачанились. Чачаны это те же кумыки из Дагестана. Это пишет Варфан Гунхар. Дальше. У них, у всех тюркские фамилии, и это подходит, потому что они и есть тюркское племя, это же татары. Это он про нас говорит. То есть у нас тюркские фамилии. Это, конечно. То есть и это обсуждение напало на полном... Я даже не знаю. Читаем дальше. И это здесь все. Никаких возражений нету. Ни одного слова. Ой, вежливо, моя здесь, не стать, хасту. Ни одного адвоката нету. Им надо раз и навсегда показать свое... Гогишфилли пишет. Им надо раз и навсегда показать свое место. И если нет, то они и дальше будут наглеть. То есть это нам нужно показать место. А если что, это нам покажут. Есть же видео,
где чеченец, старейшина, говорит Кадырову, что Мальсаговы, ингуши, основали какое-то село там, назвали, забыла, Инг 0060. Ну, у нас есть Мальсаговы, чеченцы. Какое село они основали? Сколько здесь кто что основал? Вам какое дело? Кадыров говорит, я, честно сказать, ну, наверное, где-то ей приснилось это. Дальше. Ингушетия Today пишет. Мы позволяли, послушайте, мы позволяли этим нахчийцам, ну, хоть один написал правильно, вести себя нагло. Дешевые депутаты, лжемуфтии, прочие лжеарстхоевцы и прочий бомонд годами отрабатывали версии нахчийских захватчиков чужих земель. С нашей стороны никогда не было отпора на республиканском уровне. Только единичные убывательские попытки граждан, да и то в интернете. Кадыровцы работаю, как написано, командой. Их не направляют, их направляют и курируют местные чиновники. Интересно. Интересненько. А скажите, куда нужно обратиться, чтобы получить денежку? Чиновники, теперь мы сидим и оправдываемся, а нам нагло заявляют, что, мол, еще отберем. Дальше. Сектор 29 Medical пишет, Галгай Истори. Скорее все так и есть. То есть первое, то, что я зачитывал долго. Я иногда сомневаюсь по некоторым их поступкам. А кавказцы ли они? Например, поступок борца Хасимикова по отношению к девушке ингушке в 92 году. Это Medical Secret 29. А что он сделал? Вопрос задает следующий. Итифак какой-то там, не знаю, написано. Сделал. А в Зязика в юрте ФОК назвали его именем при Аушеве. Мессинг 09 пишет. А что он сделал? Я помню, когда он выиграл у осетина Бигаева. Многие ингуши Мавлид читали. Это в пригородном районе. Ислам СПБ 98 пишет. Еще хуже, что Резван Ибрагимов сказал, что в Чечне есть Кааба, и все чечаны поверили и начали искать, до сих пор не нашли. Мавлид туфта, а вот про Каабу это серьезно, прямо как у шиитов. Резван Ибрагимов сегодня находится перед Всевышним, пока он был живой, его родственники сказали, что он больной человек. Он не историк, не ученый. Дальше я плохое говорить что-либо не буду. А что касается высказывания, хватит вашего Даутова, как его там, Даутов звали, или как его, который рассказывал, что вам 50 тысяч лет вашему тейпу. Или вашего Абадиева, который говорил, что самое древнее селение это Несера, Несера, то есть праматерь всех. И что на самом деле ковчег-то сел не в Чечне, а сел в Ингушетии на Столовой горе. Много было и с вашей стороны. Но это вот рассказывайте, это знаете, любую бытовуху, это неинтересно, это не история, это просто болтуны, такие как вы. Грузины признали, что строительство башен в Грузии занесли глигвами, а это Галгай говорит. Ислам СПБ. Интересно, ни один профессор, которых я слушал, не говорил о том, что глигвы занесли строительство башен в Грузию. Может, есть такое, но я не знаю, честно сказать. Ладно. Ислам СПБ, Красная Звезда пишет. Дули им нам говорит. Вместо грандиозных планов пусть ДНК-проект заходит. Зря они стараются придумать что-то. ДНК-проект просит нас зайти. СПБ снизу говорит, правильно ты сказал. Там, где дули.
Да не пустили беженцев наших. И самое интересное, они любят упрекать нас и активно напоминать о каких-то несуществующих долгах и обязательствах. Это сектор 29 Medical пишет. Чачанский, Галгай Истори пишет. Чачанские историки смотрят на историю как на генетические, как генетические тюрки, а не как вейнахи. Интересно, что же у вас зациклилось на генетических тюрках? Вы этим тюркам платили дань. Вам какая разница? То вы им платили дань, то вы им брататься сейчас ездите, балкарцам, карачаевцам. Я, конечно, не понимаю. Ладно, оставим. Дальше. Инг 0660 пишет. Года ты им это говоришь. Года ты им это говоришь. Я не знаю, что значит года. Так находятся наши заступники. Я не знаю, они ингуши или же сидят под нашими никами и фамилиями. Мол, мы братья, нам без них никак. Наши быстро забыли про 92-й год. Варфан Ганхар пишет, если это ингуши, то очень тупые и необразованные. Это то есть те, кто говорит про братство. Тупые и необразованные, или просто чачанские тролли под ингушей косят. То есть сейчас надо, чтобы надо заниматься просвещением. Слушайте, вот здесь очень важно. Хочу, чтобы вы прислушались. Надо заниматься просвещением из детства, детей учить. Кто такие чачаны на самом деле? Каждый ингуш должен знать, какая опасность от чачанов исходит для нас. Ванхар Ванфан пишет этот комментарий. У них, Красная Звезда пишет, у них братания в одну сторону, а у самих их на ингушей грандиозные планы. Красная Звезда пишет. Он не говорит, что у них братания тоже только в одну сторону. Ну да ладно. Грузины признали, что строительство башни, этот уже повторяется второй раз, по второму кругу пошел. Дальше. Инг 0660 пишет. Завгаев, например, нагаец, хотя все говорили чеченец, это бывший президент ЧССР. Странно. Жалко, что ингуши в то время, когда Завгаев был президентом, как настоящие мужики Эздихонхи, не сказали это Завгаеву в лицо. Надо было сказать Завгаеву в лицо. А не сейчас уже, когда вонять после. После этих слов, Ванфану за детей хлопает дальше. Да они все непонятно, Ванфан Гархар пишет, да они все непонятно откуда, можно очень легко любого чачана проверить, кто он. Просто в Гугле любую чачанскую фамилию набираешь в поиск и смотришь. Представьте. Они в Гугле смотрят любую чеченскую фамилию и знают его происхождение. Как вам такое? Шейх Гугл. Не Гугл даже, а Гугле. 90% эти фамилии тюркского происхождения. Такие же, как в Татарстане, Казахстане, Киргизстане, в Азербайджане, даже в Бурятии тоже есть. И смайлики смеющиеся ставят. Варфангар пишет. Это про чеченцев он говорит. Дальше, Инг 06 пишет под ними. Года ты им это сообщил, фамилии. Говоришь, так как находятся наши заступники, я знаю, что они ингуши или же судят под ингушскими. Вот такое вот обсуждение под одним постом только. Одним постом, который мне снова и снова прислали. И я вам его зачитал. Уважаемые мои братья, сестры, подписчики. Нет, это не под Бузуртаном. Это как раз таки Галгай Истории. Есть канал, написано под ним. Послушайте, уважаемые друзья, конечно же, можно было бы сказать, что это, допустим, сделали с Сюлей. Но это не так. Вовсе не так. Можно было
можно было бы сказать, что это якобы сделали хири, осетины. Но это тоже не так. Поскольку есть некоторые моменты, которые вообще не касаются. Мадам Бро. Но вопрос по чеченам, вопрос по всем остальным темам, которые затрагиваются там. По фамилиям, говорит, вот есть фамилии, которые чеченские там. Ну, хорошо. Я могу, допустим, взять другие фамилии. Так, я принял запрос. И остановился запрос. Я могу назвать фамилии, не оскорбляя, но не буду этого делать, по которым можно сказать, что эти фамилии вообще не являются ни кавказскими, ни тюркскими, ни чеченскими, ни ингушскими. Эти фамилии не имеют никакого отношения ни к кавказянам. Если бы я захотел бы. Но я понимаю, что под этими фамилиями очень много людей, которые ни в чем не виноваты и которые вовсе и не знают, что какой-то индюк, необразованный баран нордейский, написал эту статью. Вот такие статьи зачитывают, видят ночи, видят остальные. И, конечно же, возникает конфликт, возникает недопонимание. И хочется ответить, хочется даже мне, человеку, который вроде бы очень спокойно относится к многим вещам, очень смешно становится. Общие традиции, культуры, языки, башни. Мне один Тушинец сказал, мне этот сказал, мне тот сказал. Ну, допустим, конкретно, если говорить, Сюли говорят там по Ауховскому району, или же там говорят про Шелковской район, приблизительно, да? Или там о каких-то сказках там свои, о своих Нуцало. Ну, там есть конкретно специализированные люди, у них массово этого нету, конечно. В этом случае вы видите массовую истерию, дизентерию у этих людей, где сидят и обсуждают, начиная от нашей фамилии, от родства, от всего остального. Заходя сюда, заходя в интернет, хочется почитать что-то новое, что-то важное по истории, что-то важное касаемо там каких-то новых проблем, которые есть, возникают, да, в истории, рассказать. Очень много можно рассказать про наши тейпы, конечно же, и мы их будем и публиковать, и делать. Но не отвечать на выпадки, вот это все остается. Это же кто-то нашел, увидел и прислал. Прислал это мне, прислать это могут другому. Эти вопросы и проблемы всегда останутся, всегда были, они и есть. Вы, когда говорите, что вот этого не надо делать, вот этого не надо делать, конечно, может и не надо. Конечно. Но все остается безнаказанно. Говорит, я где-то на базаре подслушал, говорит, когда спросили, говорит, откуда вы, он сказал, говорит, с 12-го совхоза. Понимаете? С 12-го совхоза и так далее и тому подобное. То есть он реально думает, что каждый человек башлам. Есть вопрос, который давно крутится в голове, но боюсь, что не так поймут. Как будто каждого человека, любого спроси, как будто он знает, откуда его там корни, откуда и все остальное. Сравнивать даже ту же территорию, даже те же 90%, не скажу, но процентов 70-80 даже не знают, что в горной части Чечни есть башенные комплексы, которые не граничат с Ингушетией. Не знают. Они не знают про чеченские тейпы,
они не знают ничего, честно сказать, о нас. И вот вы видите, среди всего этого пафоса, который было написано, всего этого дерьма, ладно, можно оставить там, да, отмажутся, скажут, что это не мы написали, начнутся это. Видите, я начинаю публиковать. Я опубликовал ауховские ДНК, подхватили, зашли и начали говорить моему брату, там, Марандо, что якобы Башлам говорит, что у них есть чистые и нечистые. Это насколько человек должен быть дебил? Башлам. Чечен Войс говорил о том, что их предки пришли с Индии через Иран, потому были в Армении, оказались на Кавказе. Но это же точь-точь маршрут Л3 или нет? Или не Л3? Не так давно на Кавказе. Нет, неправда. Во-первых, Л3 не пришли так, и не с Древней Индии они пришли. Л3 это рядом, недалеко от Месопотамии. И что они пришли недавно, тоже неправда. 1500 или 2000 лет. Это не так давно. Говорить, что это не так давно, это неверно. И маршрут не тот же. Разница между Индией или Северным Ираном или Афганистаном очень большая. Дальше, что там у нас? Говорить детально, интересно просто. Дальше. То, что некоторые ингуши были ближе к нам, уже становится... Так, Башлам, говори все, что знаешь. Народ должен знать, из чего состоит алхайский народ. Аллах резкил, бях мобилош, нагасан, чисто исторический вопрос. Сам даст вопрос задавать. Я для этого и провожу стрим. Для этого поддерживают те ребята, которые иногда, хоть некоторые мне помогают донейшеном. Для этого все это делается, чтобы мы могли отвечать на вопросы, касающиеся нашей истории, касающиеся нас. Вот. Понимаете, вопросы по мере поступления я отвечаю. Не хотелось бы, видите, зашел человек, горец там написано было, опять обсуждаешь ингушен, пишет. Он не говорит, где ты прочитал это, есть ли оно, можешь ссылку дать, я зайду, я его остановлю, я заставлю его удалить этот пост. Он не говорит. Он говорит, опять ты обсуждаешь это. И даже не посмотрев первую часть, где мы обсуждали проблему ауха, он заскочил на вторую часть и задает вопрос, опять ты обсуждаешь. Мы обсуждаем не ингушей, мы обсуждаем свою историю. Именно свою историю, которую некоторые пытаются непосредственно переиначить, исказить. Проблемных вопросов очень много, реально очень много. А мне один русский с Ингушетии доказывал, что ингуши это чеченские евреи, когда я ему сказал, что мы с ними не один народ. Не знаю, честно сказать, конечно же, можно многие вещи переиначить,
можно, но просто-напросто, понимаете, за Аргуном нету башенных комплексов, потому что эти земли были под нуцалами. Ну, чья это песня? Чья? Понимаете? Как небольшой маленький народ, грубо говоря, там, общество или таиф, он говорит, гликовые строили башни. А это даже не весь ингушский народ, потому что гликовые это было только одно общество. Как одно общество могло одновременно строить башни в Грузии, в Чечне, в Ингушетии, везде? Как вы себе это представляете? Сколько их должно быть? Одно общество, которое не достигало даже в 1801 году всех вместе взятых ингушей, всех было 8-9 тысяч. Всех, и мужчин, и женщин, и детей. Хорошо, их было 10 тысяч. Уберите оттуда Оздоевых, уберите оттуда Цхорой, уберите оттуда там Веппи, уберите, оставьте одних Галгай, общество Глику, которое было в то время отдельно, так и Муса Зурабу говорит, и другие ученые говорят. Пускай их будет хорошо, даже пускай их будет плюс-минус 3 тысячи человек, и женщин, и детей. Убираем женщин, убираем детей. Вот вы понимаете, что на этого жизни не хватит, чтобы они могли жить. Это невозможно физически. Под ними не было, это не египетские фараоны, чтобы сказали, где хотят, там и стройте, вот здесь, там делайте, здесь делайте. Это невозможно. Я не могу, если вы можете каким-то образом это... Но эта ложь, она обречена на погибель. Не знаю. Чачана прикопались и к чеченцам, и там их название Нохчи. И Нохчи название они вообще ненавидят. Вы думаете, проблема в чеченах? Это название, которое появилось там 1685 год, в 17 веке появилось. В чем проблема-то? Вы думаете, нет? Видите, как они говорят, что чумахоевцы, навчи появились только, говорит, на Заюрте появились. И появились, говорит, только в Назаюртовском районе, в Веденском районе, которые эти земли были, говорится, нуцалами. Как вам? На Заюрте проживают наши махоевцы, но они все выходцы из Нашки, а Нашка это Галанчож. А Галанчож это западная часть. Там Биноевцы, там Гендергноевцы, там Гунуевцы, там все. Эльстон, Чурахара, все там есть. Шуаной, Ширди, все, понимаете? У меня возникает вопрос, где вы, когда я вам говорю, что оскорбляют, когда занимаются вот этим, ни один человек, кроме как меня учить, ты занимаешься этим, ты занимаешься тем, упрекать меня, что иногда мне кто-то присылает, там, я не знаю, 100 рублей, 200 рублей, или в что-то там помогает, отправляет, или книги, или что-либо, занимается нравоучением, но не проводит и половина работы, которую провожу я. Я не говорю, что я что-то многое делаю. Ну, постарайтесь день бесплатно, без всего, просто по своему желанию, ради своего, если бы каждый ради своего народа по 5-6 постов делал бы, опять же заявлю,
абсолютно бескорыстно ради своего народа, может быть, ситуация бы и поменялась. Я не про бизнес говорю, я не про остальное говорю. Да, многие хотят там заработать себе рай, там ислам распространять, мусульманские ролики распространять. Я не говорю, что этого не должно быть. Но вы забываете о своем народе. Всячески пытающие разделить нас, раздробить нас, уничтожить. Кем вы станете завтра без Родины? Сколько провокационных роликов ежедневно фактически выходит, вы просто не представляете. Глобально ли это? Башлам права в нахской среде, что можешь сказать? Я не знаю ни про какого ага. Слышал, что был некий ага, предводитель. Но опять же, это не касается нашей истории. Там одни рассказывают, что он был пророком. Я не знаю ни пророка, ничего такого. Про гаплогруппу вы спрашиваете у Пахрудина. Хорошо? Архив. Ты хотел написать архив. Ну, написал ты, конечно, на английском абхув написал ты. Так что абхув про гаплогруппы в основном спрашивал Пахрудин. Тем более про маленькие гаплогруппы. Будь про R1 или G2 или остальные. Я про большие знаю, каким к ним относятся. А остальное надо спрашивать уже у Пахрудина. Он тебе более достоверно расскажет. Кстати, заодно можете поинтересоваться у Пахрудина, он вам расскажет, что на самом деле, они же утверждают и говорят, что Зарема Ибрагимова, специалист по ДНК, написал. Я не хочу ничего плохого говорить про Зарему Ибрагимову, но, к сожалению, к радости или к сожалению, я не знаю. Ну ладно, оставим. Это для внутреннего моего подписчика. Мы как-нибудь сами со своими разберемся. То ли они наши, а наши ли эти не наши, бахчинины. Задавайте вопросы, давайте быстро постараюсь вам ответить, чтобы не терять драгоценное время. Оно очень драгоценное. Есть вопросы? Посты я делаю, я же сказал, не все сразу. Сейчас в последнее время вы видели, я уже начал активизироваться. С вас лайки или комментарии, или смайлики под постами, чтобы они распространялись. И распространяйте, раскидывайте ссылки на наш YouTube канал, на наш Instagram канал. Везде работаем, везде отвечаем на вопросы. Вот. Какое-то затишье, походу все уснули уже в эфире. Ибрahim, есть в Ютубе вопросы? Вот знаете, что самое худшее? Вот сидят некоторые норнийцы, да, слушают, но нет у них ни мужества, ни чести, ни достоинства. Я не против того, чтобы вы слушали. Я против того, чтобы вы домыслами занимались, тот, кто смотрит в эфире.
Не надо домыслов, не надо бояться. Надо просто зайти, отправить запрос, показывая свое лицо, как настоящий мужчина, задавать вопросы. Вот есть такая-то проблема. Или вот такой-то вопрос. Вот так нужно поступать, а не за спиной рассказывать того, что нет. Ханс Шварценбек Бузуртанов с помощью Джавахашвили доказал, что нет нахской языковой группы, а есть галгайская языковая группа. Что скажешь, Паша? Я скажу, что Бузуртанов, видать, набухался как бобик. Джавахашвили никогда с помощью Джавахашвили, тем более он не может доказать и сказать, что нету там нахчийской языковой группы. Вот так что Бузуртанов это же человек, который на грани шизофрении рассказывает всякий бред. Уже слышали. Башлам, с какого века начались башни строительства примерно есть? Да, есть с 5 века. Самая древняя башня на нашей территории. 5-9 век. Это Харачевская башня. Как может быть языковая группа, если Галгай как само, как и название, появились только, не знаю, ближе к 18 веку, как название. О какой языковой ветке может быть? Что может доказать Бузуртанов? Который, как ни странно, как бы он бы что ни рассказывал, не относится к галгаям вообще. Имеется в виду к тому периоду. Хотя болтать, конечно, можно. Вроде бы говорил, что относится к вяпе. К вяпинцам он относится, говорит. А вяпинцы не имеют отношения к галга. Как сегодня уже, может, имеет. А так, исторически, вяпе это есть даже ближние кисты. А галгайцы, это галгайцы, ну, как они называют себя, глиговыми. А реально, брат, может быть так, что древнее постройки найдут. Реально, брат, может быть древнее постройки найдут. Не знаю. Пока то, что зафиксировано, только это. Просто видео сегодня один сосед писал, что там есть башни, построенные в 1000 году до нашей эры. Где построены? Какие башенные? У нас нету в 1000 году до нашей эры построенных никаких башней. И кто бы тебе не сказал, будь то это чеченец, он соврал тебе. Михаил Сергеевич пишет: Башлам, а нельзя вести стрим в Ютубе? Михаил Сергеевич, можно. Ну тогда наши представители, наши инстаграмов не увидят его. Вести в Ютубе и присоединиться в Инстаграм невозможно. Можно вести в Инстаграм, вести одновременно в Ютубе и вести одновременно в Фейсбуке можно. Но проблемы как таковой нету вести в Ютубе, честно сказать. Просто за весь эфир, хотя вы не видите, в конце каждого эфира я получаю число от 300 до 500 подписчиков за один стрим заходит в прямой эфир в Инстаграм. Не сразу одновременно, а за время эфира. Понимаете? А это важно. Это важно, чтобы люди знали, смотрели. И, может быть, Инстаграм сейчас не настолько популярен у нас, да, в республике, как это было ранее. Но нишу надо держать. И в Ютубе, в Инстаграм. В Ютубе, конечно, зайти никаких проблем нету. Но начинают некоторые говорить, а как отправить поддержку, как поддержать, как донат отправить. Обычно вот эти были отмазки раньше, я не знаю. Когда заходишь в Инстаграм, нельзя, потому что сразу прикрепленно есть снизу
данные. Кто хочет, может посмотреть, куда можно отправить донейшн в поддержку нашего канала. Хотя, честно сказать, в последнее время таких людей все меньше и меньше. Дальше. Какие вопросы? Села есть ли тысячелетние? Тысячелетние села. Есть Нашха. Местность Нашха есть. Это даже не обсуждается. Кроме Нашки. Не знаю. Говорят, что Хуай. У меня доказательств по этому поводу нет. Брат, тупой вопрос тоже вопрос. Я не говорил про тупые вопросы. Я же отвечаю. Хуай 2000 лет. Я не могу говорить такого. У меня нет таких доказательств. Да, говорят некоторые ученые, но у меня нет таких доказательств. Про мескротейп не знаю, я мескротейп. Они считаются ширдой. Нужно смотреть ДНК. Только с ДНК можно это понять. Я понял, что ты про свой вопрос. Кстати, Мотя, было очень приятно видеть тебя в эфире. Давно тебя не было. Даже соскучились по тебе. Если ты есть, конечно, еще в эфире не ушла. Ибраим, сколько в Ютубе человек у нас? Сегодня 51. Самые с тобой, брат. Я вам благодарен. Огромная благодарность моим подписчикам, моим братьям, которые в эфире, которые ждут. Скоро будет наша хорошая новость. Пост я сделаю. Пытаюсь вас, как говорится, обрадовать всем, но не всегда получается. Но много разных тем. Ну что, устали? Дать вам сегодня отдохнуть уже, может. Чтобы завтра начнем новый день, эфир, чтобы было интересно. Хорошо, если у вас нет вопросов других, я вообще говорю.
Если есть вопросы по тексту конкретно, которые по постам, которые мы делали, задавайте. Я не знаю, честно сказать, очень странно видеть, что вроде бы в директ присылает столько вопросов, я даже не успеваю порой даже ответить. Но пытаюсь ответить всем, пытаюсь как-то со всеми дружить и быть на связи, но ничего. Иногда понимает, иногда нет. Ну ладно, уважаемые друзья, я так понимаю, что вы сегодня устали. Если у вас будут вопросы, готовьте их на завтра. Я постараюсь завтра сделать эфир. Так-то у нас 3-4 человека, или 3 или 4 человека немножко задонатили. Вполне возможно, что завтра будет эфир. Огромная вам благодарность, огромная баркалла моим 3 братьям, которые задонатили. Да, 3 или 4. Огромная благодарность за то, что поддержали нас. Огромная благодарность моим подписчикам из YouTube канала, которые смотрят меня, поддерживают, пишут комментарии. Всем всего, как говорится, хорошего. Мы обязательно и дальше будем продолжать. Готовьте вопросы. Если что, пишите в директ, пишите в Facebook, Instagram, ВКонтакте, в Твиттере, в Телеграме. Везде мы есть, везде мы на связи, везде отвечаем по мере возможности. Все в рамках дозволенного, культурного. Так что присоединяйте, приглашайте друзей, без разницы, какой бы это ни было национальности, какой бы он крутой не был, который считает, что он знает лучше, чем нас, мы дадим знать. Вот в заключение своего эфира хотелось бы сказать вам, Башлам, Адлан Гарсаев пишет, обязательно я постараюсь вам зачитать следующим. Завтра постараюсь. Мы немножко поговорим о Валерийском сражении. Есть там интересные моменты, конкретно кто принимал участие там. И будут еще новинки и про Найба Хамзата, который был с Притерича Нашхоевского, и про некоторых других наших героев, которые активно участвовали в Кавказском Ямумате, Малой Чечне. Так что я думаю, что интересно еще впереди, важно еще впереди. Не теряйтесь, подписывайтесь активно, приглашайте новых подписчиков, делайте все, чтобы увеличить наш контент. Это необходимо. Здесь вы узнаете правду о нашей истории, географии, культуре, о датах и некоторых политических моментах, которые более или менее не затрагивают ни вас, никого. Имеется в виду, чтобы ничего плохого не было. Дикринг Хердудамон, Дикринг Хердубойкин, Дикринг Хердудикин, С вами я прощаюсь. Надеюсь, что до завтра. Если у вас будут вопросы и пожелания, найдете карту, что-нибудь, историю, ролики старые, важные о языке, культуре, географии, скидывайте в директ. Вот важное касаемо нашего народа, нашего новчего народа, взаимоотношений с грузинами, с армянами, без разницы с любыми национальностями в этом мире. Поэтому пишите, отправляйте, я постараюсь ответить. Не забывайте. А что касается остальных тейпов, любых тейпов, которые я еще не написал. Многие тейпы я написал уже. Масана Хил, про Панкиси у нас еще все впереди будут.
многие тейпы написал, да, а в ближайшее время и про Мулквай напишем, про другие новые тейпы, Ширди, Зантквай, про Зантквай еще я не написал, или написал, кажется, Уарсвай, Макажвай, про всех напишем, про всех расскажем, понемногу, важно, много писать не будем, чтобы как бы не акцентировать, но все это важно для нас. Поэтому не забывайте рассказывать своим маленьким детям на родном языке, какой тейп, откуда произошли ваши предки, что у вас есть там башенные комплексы, или же гора, или же село. Пускай ваши дети знают об этом. Поверьте мне, это очень важно, это очень значимо. Потому что вот такие вот дебилы, имбецилы потом, если что-то услышат, сами живут в коробке и думают, что весь новчий народ должен сидеть в коробке. Нет, мы живем, как говорится, на большой нашей, условно, большой нашей территории. Можем себе позволить и плоскостное проживание, и горную территорию, поэтому... Да, Владык Никогда, с вами был ваш брат Башлам. Еще раз, все, кто посмотрел первую и вторую часть, для тех, кто прослушал и кто не любит новый народ, кто не любит меня в том числе, недруги, недоброжелатели, завистники, я вас прошу понять одно. Нету у меня ни ненависти, ни презрения ни к каким национальностям, ни к каким тейпам, ни к каким шахарам, никому нет. Но поскольку будут нападки на нашу историю, географию, культуру, адаты, без разницы, будь то русский, еврей, ингуш, казак, сюлей, там, аварец, не аварец, без разницы любой национальности, которая будет непосредственно затрагивать какие-то исторические планы вопросы. Есть действия, есть противодействие. Так я как раз-таки занимаюсь противодействием. Я занимаюсь последствиями. Причины ваших проблем, кто бы ни был с вашими ненавистью к нашему народу и всеми этими сказками, причина в вас. Постарайтесь найти своих людей, которые занимаются этой причиной. Что касается наших сказочников, наших там и так далее, как вы говорите, тех, кто лжет и тому подобное, с ними мы сами разберемся. А вот вы, хватит ли у вас мужества разобраться в хорошем понимании этого слова, поговорить, объяснить и запретить этому человеку нести чушь, ерунду про наш народ. Когда у вас хватит мужества, тогда приходите ко мне в эфир и начинайте говорить. А до тех пор вы не имеете права говорить что-либо новому народу. Остановите свои провокации. Чеченцы не начинали, не нападали и ничего такого не делали. Агрессивные выпадки с вашей стороны, норнийцев в любой национальности, они не имеют были всегда. Когда фактически без малого 20 лет Чечня проливала кровь, вы занимались как раз таким обливанием грязью весь наш новый народ. И нету на самом деле у вас, вот по этим комментариям видно, какое у вас отношение и к арствоевцам, и к Мелхе, и ко всем остальным новчетейпам. Вы пытаетесь этот фактор использовать только, чтобы раздробить нас. Вы их хвалите в лицо, говорите, что они отдельная нация, а за спиной вы их называете, вот как в сегодняшних комментариях, вы пытаетесь оскорблять, не позволяете им проводить какие-то религиозные и другие мероприятия, и упрекаете еще нас в каком-то тюркизме. Сами ездите к балкарцам, карачаевцам, там, извините, целуетесь с ними в десны, говорите, мы братья одного Аланского царства и тому подобное. Мы всегда, наши народы произошли там друг от друга. Они говорят на тюркском языке и не отрицают этого и всего остального. С ними вы братаетесь, а нас вы оскорбляете. Вы нас оскорбляли точно так же, что мы там связаны с Юлей и так далее, но сами потом ездите к этим селениям с Юлей и говорите о побратимстве, хотя прекрасно знаете, что есть вопросы, проблемы
с Ауховским районом. Хотя ни один Нохчий, ни один ауховец, Нохчий, который проживает в Аухе, не ездил к осетинам и не говорил ничего подобного. А вы это делали. Первыми начинаете вы, не мы, тот, кто начинает. Поэтому не надо искать у меня конкретно изъяны или искать у меня проблемы в истории. Я это зачитаю книгу, говорю, вот здесь, вот на карте, там на карте, могу показать. Если этого там нету, или если это не доказательно, я скажу, да, это просто невозможно доказать, и это неправильно. Вот. Вы приходите, говорите, я заплачу любые деньги, чтобы ты закрыл свой канал, я заплачу это. Заплатите эти любые деньги и прекратите провокации с вашей стороны. Дайте ему столько денег, чтобы он заткнулся и больше не делал. Хотя, не знаю, мало ли это вероятно. Вот. Что касается, какое бы у меня тяжелое положение не было, я родину не продаю и не собираюсь продавать. Ненависти у меня никому нету. Я также люблю, уважаю всех любой национальности. И будь он ингуш, будь он грузин, будь он любой. Главное, чтобы он нормальный человек был и не задевал наш народ. Если не задевает, для всех я открытый, я очень добрый, хороший сосед. Ко всем. Без разницы любой национальности и вероисповедания. Поэтому не нужно сочинять, не нужно оскорблять, выдумывать, лазить в чужом грязном белье. Если тем более в этом белье вы можете утонуть. Ладно. Всем доброй ночи. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адиквер,